Здравствуйте, дорогие ученики! Сегодняшняя наша новая тема – особенности живых организмов и окружающая их среда. Цель нашего урока – узнать, что такое среда обитания, познакомиться с особенностями разных сред обитания организмов, выяснить, как живые организмы приспособились к жизни в разных средах обитания. Среда обитания – это совокупность компонентов живой и неживой природы, а также деятельность человека, воздействующих на организм. Живые организмы питаются, дышат, в них происходит обмен веществ, благодаря которому они растут, развиваются и воспроизводят себе подобные. Среда обитания мы делим на 4: наземно-воздушная, почвенная, организм как среда обитания и водная. Давайте с вами узнаем, чем отличаются условия среды обитания. Наземно-воздушная среда обитания кислорода много, воды часто не хватает, света много, а водная среда обитания кислорода мало, воды много, света мало. На почвенной среде обитания кислорода мало, воды часто много, иногда мало, света очень мало. Приспособленность организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Животные должны иметь либо крылья, либо конечности, приспособленные для передвижения по твердой поверхности. Наружные покровы приспосабливаются к изменениям температуры. У растений должны быть хорошо развиты органы: корень, стебель, листья, цветки, плоды. Наличие яркой окраски, аромата, приспособления для хранения влаги. У большинства живых организмов имеются специальные органы. У растений есть корни, стебель, листья, цветы. Каждый из отделов системы выполняет определенную функцию. В соответствии с выполняемой функцией и строением каждый отдел системы называется органом, а совокупность органов как общая система, как реальный носитель жизни называется организмом. Человек или животное, растение или гриб, любое живое существо является организмом. Живой организм получает из окружающей среды все необходимые вещества, которые поддерживают его жизнедеятельность, являясь питательными средствами. Эти вещества расходуются организмом, подвергаются изменениям, и некоторые из них выводятся обратно в окружающую среду. Этот процесс называется обменом веществ. Живой организм питается, например, растения. Все необходимое для своего питания органические вещества, глюкозу, синтезируют в собственных листьях. Значит, большинство веществ, которыми питаются человек и животные, образуются в растениях. Давайте мы сейчас теперь сделаем с вами выводы. Среда обитания – все то, что окружает организм и оказывает на него влияние, различает наземно-воздушную, водную, организменную и почвенную среды жизни. Среды различаются условиями обитания. Каждый организм приспособлен к жизни в определенной среде. Эта связь подчиняется общим законам природы. Наука изучает эту связь, называется экологией. А теперь домашнее задание вам, дорогие ученики, написать самое главное в тетрадях, нарисовать рисунок 7 и сделать пересказ. До свидания.